проливает свет. Редко в ней Виктория выдает секрет. С черепов лагарских мир пролился свет. Письменам чувашским 10 тысяч лет. От горшков адапских мир узнал секрет. Письменам чувашским 10 тысяч лет. От науки нашей к нам пришел ответ. Письменности чувашей 10 тысяч лет. Это не сенсация, а титанный труд. Микрооперация древних скальных груд. На коленях с лупой. Вот. Замечательно, ребята. Это настолько замечательно, что Мадуру в свое время потепления сумели установить вот такой столб, памятный столб. Смотрите, какой декор. Эти вандалы, вот здесь тоже он продолжался. Здесь были символы болгаро-чувашского народа. Они, вернее, у них не хватило духа, чтобы стереть вот этот символ дружбы народов, да. Два голуба, это всегда у чуваш было на оконных рамах, понимаете, да. Голуби, кони, это сочетание, это жизнь, это дружба народу было. Но у них духу не хватило это стереть, но это они замазали, понимаете. Идем туда. С этой стороны сохранилось, но здесь они молодцы, они восстановили, здесь тоже немножко тогда покрошилось, я гляжу, но они эти фигуры восстановили полностью. Молодцы, молодцы реставраторам, которые сохранили этот столб, молодцы руководители, которые сочетали вот новый комплекс историко-культурный, которые все-таки имеют достоинство, чтобы уважать чужую культуру. Да. Хотя эта культура на 500 лет раньше, чем исламская культура. Я никого не унижаю, но тем не менее мы знаем, что ислам 10 век, а мы намного глубже. Так что этот столб, ему 1500 лет, условно говоря. Пусть он появился в 20 веке, но мы идем от Кубрата 1300 лет, честно говоря, да. Поэтому это замечательно. Это не сенсация, а титанный труд. Микрооперация древних скальных груд. На коленях с лупою, с кисточкой в руке. Африкой, Европою он пропал в строке. Первописца древнего, чуткого как сам, что все сокровенное передал камням. Камни други верные приняли его, камни други вечные сохранили все. Все микродрожания пальцев и лица, всей души движения долго без конца. Сохранились глиною, твердь окаменев, каменной долиною лавы одолев. Древние селения, села, города и дома пещерные, там, где есть вода. Как раз те самые руны, смотри, вот, сохранили, оказывается, я ругал. Это более ранние, это до 10 века, да, вот так писали. Вот это те же руны, понимаете? Это, да, вот об этом, потому что... О, мне кажется, даже этот кусок валялся там. Мы переворачивали ее. Занесли. Точно. Сейчас занесли. Они занесли, сохранили кое-что. И все-таки, смотри, а в основном мяч тут идет. А все остальные, получается... Вот эти элементы тоже, вот здесь несколько, они похожи на руны, более древние руны. Занесли. А вязь уже пошел. Вязь это уже от фатлана, это арабский. Ну что, как пожалуйста. Время 8, все по чуть-чуть. Смотри, Олег, подожди за ними. Древние селения, села, города и дома пещерные, там, где есть вода, содержала сотнями Африки земля. Теплыми ущельями бурно жизнь текла. Понимали, выращивали, что пройдут века. Время их Абатуль смотрит, как река. Канут в лету радости, свадьбы и страда. Праздники и шалости канут никуда. Я вас познакомлю со своим другом, Олег. Догоняйте меня. Ого. Тут
Вот такая молодая стоит. И чего ты? Все здоровались. Его нет. Тут картина огромное вещение тоже нет. Потом, эти картины выражали чувашей. Петр Первый приезжал. Их сняли, триптих был. Вот такой он. Скинули. Потому что там чувашский художник нарисовал, болгар. А потом поняли, болгар-чувашский триптих стоял. Вот они сняли эти работы, скинули наши. Потому что все говорили, там чуваши, мимика была. Сам Байбербек, я говорю, тут Арбек Марви. Я говорю, что ты чуваши? Да, сервис. Так что ничего этого нет. Это уже православная святыня. Ну да, икона. здесь сохранили как православная Успенский церковь. И все, ничего тут не осталось. Булгарское, вернее, исламское перевели в другое. Когда спрашивают, почему там такая черт? А может, это понятно? Кругом вода была. Вода шла от Волги. Где же тут насколько ниже? Смотри. Вернее, это Не сходится. много вот такого натасканного. Женщины расхожие и любимый лик, с той, с которой в хижине счастье вкус постиг. Деточки любимые, самый верный пес, близкий родимый. Слышишь, да? Акустика. Акустика Я отличная. проверял. Попадал в эти горные ущелья, он пел. Там акустика, понимаешь? Шикарно, да. Наверное, тут все-таки, наверное, это было, как его, ты музыкант знаешь, заведение, где поют. Может Филармония. Быть, может быть. Ну, помещение маленькое. Вот, кстати, а что на камнях? Есть какие-то изображения, которые чувашские, там болгарские? Или... Надписи. Когда надписи. родился Межигон Борна, Ага. чувашский. Ну что тут конкретно можно сказать? Как великий древнегреческий философ Сократ говорил, здесь я могу сказать точно, что я ничего не знаю. Понимаешь? Это Сократ говорил. Давайте, Сигель. Олег. Сигель. И да, на доске могу. Это не подделано. Потому что это сохранилось, потому что это цельный камень, вернее, убрать и ставить не так-то просто. Это я верю. Это половина разрушена была же. Ну да, ну, куски были. Вот мы видим, вот до этого. Ну, а потом, наверное, восстановили его дальше. Ниже не трогали. Но он обрел, Игорь Григорьевич, он, может быть, обрел уже другую форму. Поэтапно. Ну, может, немножко изменилось, конечно, потому что, ведь, что такое реставраторы? Черт побери, Ну, там это- не было... Да, но здесь уже как бы чужая культура же. Ну да, изначально болгарская, может, она была по-другому. может быть, он был не минаретом, а был, в смысле, Да. как почтовый, вернее, давать сигнал. Так, рассказывай, Игорь Григорьевич. Вот ты про Сюембик вспомнил. Это дворец, да, это здание, Черная палата называется. Черная палата, я не знаю по каким соображениям назвали, по, может быть, исторически трагическим соображениям.
в свое время, когда монгол-татары окружили, взяли город, значит, здесь заблокировались Вход. заблокировались, значит, государственные деятели, там этих, Ну, царские приближенные. да, царские приближенные семьи, значит, и не сумели пробраться к ним. А потом противники решили сжечь все это, Ага. завалили лесом, дровами, подожгли. Многие сгорели, там многие вышли, сдались, а Чумбике, невеста, значит, болгарка, вышла наверх, значит, ей говорят: давай, мы тебя спасем, ты должна выйти замуж. То есть она уже как бы по той версии Николай Максимович дает да, согласие она отказалась, естественно, она ради освобождения прыгнула братьев. лучше, да, Ради освобождения братьев. да. Да, сначала они там в истории, да, брата поймали, сказали: выйдешь замуж, спасем брата. Она прыгнула, покончила с собой. Архитектурная, Ансамбль. да, вот Строение. черты, его форма, потому что мы редко видим российские, вот эти русские, значит, дворцы, чтобы 8- или 6-конечные, и с такими, в смысле, нишами. Это на самом деле оригинальное сооружение. Да, согласен. Вот это напоминает рельеф голубя, да? Это неудачный скульптор вылепил. Ну, а фактически это нашлепок гипса там этого Так, мастера-реставратора. Николай, ты лучше объясни, еврейский знак, почему здесь оказались наверху? Так они везде, потому что... Почему? А вы помните, в этих Да, местах Звезда было Давида, очень это сильное государство, это... Звезда Давида. славясь- Это, Николай, был хазарский каганат. Хазары, это же евреи Они были. влияние имели Хазарские на каганаты, Волжскую. они все входили сюда. Они имели Вот. влияние на Оттуда эти Волжскую звезды Болгарию. идут, шестиконечные. Потому что, когда мы говорим о булгаризмах, булгаризмы ведь, они носят, мы говорим, да, вот это сооружение, архитектура булгарская. Если элементы хазарские, стало быть, они ближе к хазарскому То относятся. есть каганат полностью влияние имел тут. Конечно. Сильно. Вот это Так что вот это оставили. сохранились, видишь как. Это очень Или, может быть, бесценно. они отреставрировали его, потому что другая культура была, они под свой лад это делали. верхняя часть Потому это что обязательно ведь А руководством Хазари были евреи. любая культура, вернее, приходя на то место, завоевывая, начинает диктовать свою культуру, свой язык, свою архитектурную форму начинает лепить. Так что здесь то же самое происходило. А сколько тут? Мы можем сказать сейчас твердо, что столица Великой Болгарии – это Фанагория. Это, считай, 7 век, 1300 лет. Значит, в те времена уже, если Катрак сюда пришел, уже культура была создана 1300 лет тому назад. А что сохранилось, мы утверждать не можем. Какая форма осталась? Потому что хазары переделали, российские князья, ислам, вернее, и все противопоставляли друг другу. Так что это скрывать нечего. Да, влияние культуры осталось. Это понятно. Пять племен, 5 вождей, судья и костяк, 5 парфянских царей,
свой особый кулак. И сказали властям: больше вы не указ. По своим областям мы ведем свой приказ, свой порядок, свой строй и кочевье веков. Покидаем покой из застойных веков. Их объявили давно Запад манил, и большой материк свои тайны открыл. 5 парфянских царей свой военный обоз повели вдаль степей через лютый мороз, через голод, нужду, гибель братьев в пути, через оседлых вражду с твердой верой дойти. Шли парфяне века, то в тиши, то в боях, сели племен находя в долгожданных краях. Вот Удмурт и Урал полюбили в пути, а башкиры Урал основали в степи. А Чувашия река Волга-Адал приняла на века, ведь судьба привела. А морейцы мордва по притокам реки берега острова покорили в тиши. 5 парфянских царей, 5 парфянских племен, кровосмещением людей с тех далеких времен. Так атланты, трудясь утверждать, я берусь, породили моря племенной Русь. Так атланты, трудясь утверждать, я берусь.